Independent Human Rights Protectors и потом Таджикский центр по правам человека. Я Муаззамахон Кадырова, таджикский адвокат, независимая правозащитница. К сожалению, Таджикистан занимает одно из ведущих мест среди авторитарных государств, что негативно отражается на состоянии верховенства закона и независимой судебной системы. В течение многих лет в Таджикистане судебная власть не обладает самостоятельностью, а судьи назначаются исключительно президентом, что исключает возможность объективного и беспристрастного судопроизводства. Судебная система страны находится под полным контролем исполнительной власти, и этот контроль носит репрессивный характер. Властные структуры используют суды как инструмент для подавления политических оппозиций и инакомыслящих. В частности, судебные процессы против политических оппонентов, правозащитников и критиков правительства проходят с нарушением принципов справедливого судебного разбирательства. В таких делах часто отсутствует участие независимых адвокатов, а судьи выносят решения на основании обвинительного заключения, которые не подкреплены достаточными и достоверными доказательствами. Например, после жестокого подавления протестов в Горно-Бадахшанской автономной области в 2022 году обвиняемые лица не имели доступа к правовой защите на протяжении следствия и судебного процесса. А доказательства, представленные стороной обвинения, не было должным образом рассмотрены судом, а также в деле лидеров Исламской партии, а также в деле группы 24, а также в данное время в лидера группы 24 Сурхоба Зафара и его члена группы 24 Насимжон Шарипова в настоящее время проходят за закрытыми дверями и без участия адвокатов. Это грубое нарушение основных прав, закрепленных как Конституция Таджикистана, так и международных обязательствах страны, включая Международный акт о гражданских и политических прав. Правовой институт практически не функционирует. Адвокаты боятся брать уголовные дела политического характера, чтобы не повторить мою участь и участь моих коллег, которые сидят в тюрьмах Таджикистана. В результате судебный приговор по политическим делам носит явно репрессивный характер и не соответствует стандартам справедливого суда. Подобная ситуация ставит под сомнение саму идею правосудия в Таджикистане и требует немедленной реформы для восстановления верховенства закона и независимой судебной системы. Многие активисты вынуждены покинуть страну, к сожалению, сталкиваясь с ограниченными возможностями для борьбы за свои права и международный уровень. Мои рекомендации. Я призываю международное сообщество и правозащитные организации должны усилить давление на власти Таджикистана, требуя гарантии независимых судов и справедливых судебных репрессий, особенно по делам политических оппонентов и критиков режима. Усилить мониторинг за ситуацией за правами человека в Таджикистане, особенно в местах лишения свободы. Мониторинг в местах лишения свободы необходимо допустить международные и местные правозащитные организации, такие как Международный комитет Красного Креста, к регулярным проверкам в тюремных и местах предварительного заключения. Мониторинг условий содержания заключения может значительно снизить уровень жестокости обращения и возможность подтвердить пытки. Спасибо. Okay.